Всем привет! Меня зовут Мария, и я рада представить вашему вниманию наш совместный проект «Тема миростроительства в произведениях кыргызских писателей». На протяжении 10 лекций я и мои одноклассники будем рассказывать вам о известных кыргызских писателях и их произведениях. Наши видеолекции будут выстроены по хронологическому принципу. Начнем мы разговор о второй половине XIX века и закончим второй половине XX века, проследив таким образом путь становления и развития кыргызской государственности. Надеемся, вам понравится. И начнем мы с самого популярного исторического романа, рассказывающего нам о падении Каканского ханства, знаменитого сломанного меча Төлөгөна Касымбекова. Төлөгөн Касымбеков родился в кишлаке Акджоу Аксинского района Жалалабадской области 15 января 1931 года. Сначала его назвали Кудайберди, что в переводе обозначает «данный Богом». Его отец почти до 60 лет не имел детей, и супруга Карблю Апа ради продолжения рода заставила его жениться повторно. Касымбек был образованным человеком, поэтому будущий писатель с детства приобщался к народному фольклору. Отец Турегена погиб в результате сильного землетрясения, когда мальчику было всего лишь 14 лет. Впоследствии у него было немало трудностей и лишений, но это его только закалило. После он задался целью– получить хорошее образование, и это у него действительно получилось. Хоть он не был силен в математических науках, зато он очень полюбил литературу, и в школьные годы он писал стихи и выпускал стенгазету. В дальнейшем, когда он закончил среднее образование, он работал 2 года учителем начальной школы, а также секретарем села Кичи Акджоу. Касымбеков поступил на филологический факультет Кыргызского государственного университета. В годы учебы он писал не только ради творчества, но и ради заработка. Произведения Төлөгөна публиковали различные журналы. Университет он окончил в 1957 году, после чего работал на нескольких ответственных должностях, а в 1960 возглавил отдел в редакции журнала «АЛАТО», а спустя 13 лет стал главным редактором. С 1973 года трудился главным редактором в Государственном комитете печати, полиграфии и книжной торговли при Совете министров Киргизской ССР. Первая повесть Касымбекова «Кичинекей Джулгыши», что переводится «маленький табунчик», вышел в печати в 1952 году. Впоследствии, по некоторым его произведениям, написанным еще в студенческие годы, сняли фильмы. В 1965 была опубликована автобиографическая повесть «Адам Булгун Келет. Хочу быть человеком». Большое место в творчестве Касымбекова занимали исторические романы «Кель-Кель» о жизни кыргызского народа до и после Октябрьской революции, «Баскын» о событиях, происходивших в Туркестане, «Кыргын» о национально-освободительном движении 1916 года и другие. В 1959 году Төлөгөн Касымбеков стал членом Союза писателей СССР, а в 1986 году получил звание народного писателя. Самое известное свое произведение «Сломанный меч» Төлөгөн написал, когда ему было 40 лет. И данный роман был переведен на все языки Советского Союза, а в 1980 году даже на английский язык. У Төлөгөна есть 2 романа, которые подверглись сильным натискам. Первый– это «Кель-Кель», второй– это «Сломанный меч». В газетах на него даже навесили ярлык «Извратитель истории», но это его не сломало. Он брал вырезки из газет и потом издал собственную книгу «Великие слова, поднимающие дух». Произведения Төлөгөна Касымбекова были повторно изданы после того, как Кыргызстан получил суверенитет. В дальнейшем в эти произведения входили и те главы, которые были удалены по требованию цензоров. В 1990 году Төлөгөн Касымбеков был избран депутатом Чукурку-Кенеша, а также параллельно работал главой Союза писателей Кыргызской республики. К столетию Ленина Касымбеков был награжден медалью за трудовую доблесть, а также почетной грамотой Верховного Совета Кыргыз СССР. В 2005 году за вклад в развитие государственного языка он получает нагрудный знак Кыргыз-Теле, а также медаль Данг. А в 2006 году его награждают орденом Манас первой степени. В том же году он стал лауреатом премии имени Токтагула, а также получает звание Герой Кыргызской республики. Төлөгөн Касымбеков прожил с супругой Адаш Мырзакматовой 51 год.
Когда они поженились, ему было 17 лет, а ей 16. Супруги воспитали 5 сыновей и дочь. Один из сыновей – известный политик Райкан Төлегенов, был депутатом Чукурку-Кенеша. Писатель скончался 17 июня 2011 года после продолжительной болезни. Его похоронили в селе Койташ. При жизни Касымбекова на государственном уровне шла подготовка к празднованию его 80-летия, но он попросил президента не проводить никаких мероприятий, назвав торжества в трудные для стран времена неуместными. Когда появилась первая часть романа Тулюгена Касымбекова «Сломанный меч», рассказывающий нам о падении Каканского ханства и вхождении Кыргызстана в состав Российской империи, больше сенсации не было. «Сломанный меч», выдержавший более 20 изданий, общим тиражом свыше сотни тысяч экземпляров, находили в домах самых разных районов, в собственности всех слоев общества. Каждый человек, прочитавший этот исторический роман, считал, что это произведение изменило его представление о самом себе, о его предках, а также пришло осознание того, кем он является в среде народов Средней Азии. Когда его публично спрашивали, почему же книга названа «Сломанный меч», он публично отвечал, что имел в виду о сокрушении Каканского ханства и присоединении кыргызов к Российской империи. Но в приватных беседах он говорил о ломке кыргызов советской властью. Действие романа происходит в Каканском ханстве с 1801 года, время правления Алим-хана, по 1876 год, когда был казнен Булат-хан. В романе повествуется о противостоянии Каканского ханства с Российской империей, в результате которого оно вошло в ее состав. В Каканском ханстве, где земли киргизов входили в его состав, царила междоусобица и борьба за власть. Алымкул Аскербаши пытался объединить разрозненные племена. Он повел войско против генерала Черняева, но был предательски убит одним из своих телохранителей. Войско, оставившись без предводителя, потерпело поражение. Спустя годы Аджыбай-Датка рассказывает Шералы о его происхождении. Шералы является прямым потомком султана Бабура, основателя великих моголов в Индии. В дальнейшем Аджыбай-Датка настаивает на том, чтобы Шералы стал ханом и завоевал титул, который по праву принадлежит ему. С помощью Юсупа, честолюбивого бека, Шералы становится ханом, а Юсуп становится его советником. В дальнейшем Юсуп сам начинает править ханством. Юсуп расширил границы ханства, завоевав Каканд и Ташкент. В дальнейшем он также казнил всех претендентов на престол. Шералы, конечно же, это не нравится, и он приказывает казнить Юсупа. А после его казни в ханстве опять начинается междоусобица. Усманку, кыпчакский бек, убил Шералы и посадил на трон его сына Кудаяра. Кудаяр, недовольный властью Мусуманкула, изгнал его из Каканда и начал истреблять кыпчаков. Мусуманкул с помощью кочевников вернул себе власть, но вскоре был убит по приказу Кудаяра, который снова стал ханом. Кудаяр-хан, чтобы подавить восстание, обратился за помощью к русскому губернатору и согласился на присоединение северной части страны к Российской империи. Народ, недовольный Кудаяром, поднял новое восстание, во главе которого стоял Исхак, сын простого муллы. Он объявил себя Болот-ханом, сыном Ибраимбека, и завоевал Каканд. Исхак пытался договориться с русским губернатором, но тот, не признавая его законным ханом, повел войско против узурпатора. Исхак потерпел поражение и был казнен. После казни Исхака Кудаяр и его сын Насрелдин попытались вернуть себе власть, но народ не поддержал их, и они были сосланы в Россию. В Каканском ханстве бытовали сильные деспотические формы национального угнетения, а также междоусобные войны между феодалами и ханами подрывали силы народов. Но находились и смельчаки, которые не боялись сказать правду богачам, а также боролись за справедливость. В романе показаны, с одной стороны, ханский двор с его внутренними противоречиями, но и с другой стороны жизнь простого народа с их надеждами, традициями и обычаями. Юсуп и Мусуманку – представители ханской власти. Юсуп был довольно хитроумным человеком, за счет этого он и становится советчиком хана Шералы. Завистливому Мусуманку удается убедить хана в неверности Юсупа, после чего его и казнили. Но незадолго для этого Юсуп принес в жертву простого бедняка Ашира, а после этого спокойно пил кумыс. И теперь Юсуп думает:
Моя смерть не моя слабость, и она была предначертана мне судьбой. Мусуманкул жестоко коварен, его мечта – власть и богатство. Ради этого он готов идти на все. Вспомним эпизод прихода к нему богатыря-бедняка Алмамбета, его молочного брата. Мусуманкул проводит его в казну хана, предоставляя ему право взять то, что ему понадобится. Алмамбет вместо золота и драгоценностей берет один лишь халат. Для Алмамбета золото – это кровь людей, плач вдов, горе сирот. Мусуманкул с презрением смотрит на него, понимая, что их пути уже разошлись. Ади-Би – проводник политики хана. По долгу службы он хитрит, изворачивается, жестоко угнетает народ. Силой и обманом вымогая у него добро. Бедняк Малдыл убивает налогосборщика ханской орды Домбу. За это хан назначает неположенный. Он родом из этого аила, а по обычаю кун – плату за умершего. Ади-Би отбирает у народа для хана 1000 лошадей, много драгоценностей и единственную дочку бедняка Сарыбая, едва достигшую 14 лет. Тенирберди и Сарыбай – представители простого народа. Один из них был земледелец, а другой – охотник, и у обоих была непростая судьба. Сын Тенирберди, Тимир, умер в войне за хана, а у Сарыбая была самая трагичная судьба. Его дочь стала наложницей хана. Жена сошла с ума. Ослепший, беспомощный и забытый, он символизирует жизнь трудового народа, о котором никто не заботится, и в последующем он становится жертвой войн и дворцовых интриг. Тенирберди спрашивает посланника хана Кудаяра, а что же хорошего может дать народу Кудаяр-хан? Его поддерживает Бекназар. Пусть Орда не старается, мы никуда не пойдем. Лошади – наши крылья, а без крыльев мы не пойдем. Джигиты – наше сердце, а беззащитное сердце мы не можем подставить под пули. Как пишет исследователь творчества писателя Мырзахметова, через весь роман проходит главная идея автора – вынужденность кыргызского народа искать покровительство у России, которая оказалась в той ситуации лучшим вариантом и исторической необходимостью. Одной из главных идей народа является единение народа. В произведении отражен крах народной мечты добиваться независимости и свободы от внешних угнетателей и построить свою государственность. Писатель внес некоторые изменения в сюжеты своего романа, так как во времена советской цензуры не все можно было публиковать. Он это все сделал в конце 90-х и добавил все эти изменения в последнее издание своей книги, а также в сюжет были добавлены некоторые исторические личности, к примеру, Бадик Батыр, Шабдан Батыр, Курманджан Татка. А также в романе были описаны ритуалы возведения ханов на трон, различные традиции и обычаи. После выхода исторического романа «Сломанный меч» интерес к исторической литературе значительно вырос, и все больше и больше ее обсуждали. На этом наша видеолекция заканчивается. Дальше вас ждет еще очень много всего интересного. До свидания!